В ДК Назрани сегодня прошла педагогическая августовская конференция. Она традиционно проходит в преддверии нового учебного года. Центральной темой стали основные стратегические ориентиры системы образования Ингушетии на 2024-2025 учебный год. Участники конференции обсудили ключевые направления развития образования в регионе, включая вопросы повышения качества образования, доступности современных образовательных технологий, поддержки талантливых детей и педагогов. В мероприятии также принял участие глава Ингушетии Махмуд Аликалиматов. Он отметил необходимость формирования нравственно-патриотического сознания у молодого поколения. В республике для этого реализуется много новых инициатив, подчеркнул глава. Но с учетом современных реалий важно вырабатывать новые методы воспитания и обучения. Правительство усилит контроль за управляющими компаниями в многоквартирных домах. В случае лишения управляющей компании лицензии, учредитель, доля которого в уставном капитале компании превышала 50%, будет вноситься в реестр дисквалифицированных лиц. Ранее туда вносился только гендиректор этой управляющей компании. Дисквалифицированный учредитель не сможет инициировать создание новой компании как минимум в течение 3 лет, до тех пор, пока не будет исключен из реестра. Мошенники стали чаще применять технологии реалистичного создания изображений с помощью искусственного интеллекта, так называемые дипфейки, предупредил Банк России. Чтобы создать дипфейк, злоумышленники используют фото, видео и записи голоса, которые чаще всего получают через взлом аккаунтов россиян в социальных сетях или мессенджерах. Как рассказали в ЦБ, сгенерированный образ человека рассылают его друзьям или родным через мессенджеры или социальные сети. В коротком фальшивом видеоролике виртуальный клон реального человека рассказывает якобы о своей проблеме и просит перевести деньги на определенный счет. В ЦБ рекомендуют в ответ на просьбу знакомого о финансовой помощи лучше ему перезвонить и уточнить обстоятельства. Писать текстовые сообщения не стоит. Иногда для рассылки своих сообщений злоумышленники создают поддельные страницы с именем и фото человека. Минпромторг намерен распространить бальную систему оценки локализации товаров на электрические средства индивидуальной мобильности. В случае утверждения проекта постановления с помощью баллов будет оцениваться степень российскости электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров, сегвеев, моноколес, а также комплектующих к ним. Требования к уровню локализации СИМ будут повышаться поэтапно. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Народного собрания Ингушетии 3 кандидатуры на пост главы региона. Это депутат Народного собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы Алихан Арабханов, депутат Народного собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству Ислам Гадиев, а также действующий глава республики Махмуд Аликалиматов. Выборы пройдут 8 сентября. Депутаты выберут одного из предложенных кандидатов. За первое полугодие текущего года в Ингушетии выросла собираемость платежей за электроэнергию в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава республики Махмуд Аликалиматов в своем телеграм-канале. Глава отметил, что положительная динамика наблюдается в сфере ЖКХ, одной из самых проблемных для энергосистемы групп потребителей. За первое полугодие 2024 года ЖКХ структуры республики заплатили за электроэнергию почти на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению Калиматова, такого результата удалось добиться благодаря активной работе специалистов Россети «Северный Кавказ». Стоимость сбора первоклассников в школу в России в июле выросла на 7,1% по сравнению с июлем прошлого года, сообщает Росстат. В набор первоклассников входит рюкзак, по 5 учебников, тетрадей, карандашей и ручек, а также 1 набор фломастеров и альбом для рисования. Одежда для девочек включает в себя 2 платья, 3 блузки, 2 юбки и 3 пары колготок. Для мальчиков 2 пары брюк и 3 сорочки. Также в набор как для мальчиков, так и для девочек входят спортивный костюм, 2 футболки, 5 пар носков, кроссовки, летние туфли, ботинки и куртка. Собрать девочку в школу будет стоить 34,5 тысячи, а мальчика 29 800 рублей. Миноборнауки разработала меры по уменьшению числа олимпиадников, занимающих бюджетные места в вузах, сообщили в пресс-службе ведомства. Ведомство планирует предоставлять особые права на поступление только победителям и призерам олимпиад школьников за 11 класс, а также для лауреатов олимпиад школьников 1-2 уровня. Кроме того, Миноборнауки намерена ограничить размер квот в каждом вузе 70% поступающих без вступительных испытаний от общего количества бюджетных мест по каждому направлению подготовки и специальности.